Второй месяц осени начинается. Узнаем, чем отметился этот день в истории. Сегодня все любители растительной пищи отмечают Международный день вегана. Празднику уже 24 года. Само слово было образовано Дональдом Уотсоном из первых 3 и последних 2 букв английского слова «vegetarian». Этот термин начал использоваться веганским обществом, основанным Уотсоном 1 ноября аж 1944 года в Лондоне. Веганизм или веганство – образ жизни, характеризующийся в частности строгим соблюдением гастрономических правил. Это питание, где используются только растительные продукты, полностью исключающие в своем составе компоненты животного происхождения. Веганы не только исключают из своего рациона мясо и рыбу, но и даже другие продукты животного происхождения. Яйца, молоко, мед и тому подобное. Они не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка. Сегодня в России отмечают также профессиональный праздник «Судебные приставы». 153 года назад император Александр II подписал положение, которым окончательно был определен статус этих служащих в России. Поздравляем всех сотрудников и желаем, чтобы в работе им сопутствовала удача. А сейчас несколько минут информации из жизни нашей республики. Вы увидите то, о чем не говорят в официальных выпусках новостей. В Театре драмы имени Виктора Савина состоялась премьера феерического спектакля «Снегурочка Лайв» по мотивам одноименной пьесы Островского. Его поставили всего за 20 дней. Привлечь внимание молодежи – вот главная задача постановки, говорит режиссер Денис Рассыхаев. Общаться на понятном для юношей и девушек языке, но не потерять при этом и самого Островского. Удивительно, но каждое слово в действии из оригинальной пьесы. У подножья горы Монорага целая группа иностранных туристов впала в транс и 3 дня вбирала потоки энергии первозданной природы. Видеоролик об этом появился в интернете. Авторы фильма – члены клуба экспедиции «Дикий север». Это место особенное. Главное отличие в том, что здесь практически нет людей. В других местах повсюду туристы. Мы прилетели сюда медитировать. Как считают эти люди, именно здесь одно из мест силы, которое обязательно нужно посетить. Их на планете всего 8. Выйдя из глубин подсознания, путешественники обещали совершить горное погружение снова уже следующим летом. В столице прошел региональный этап конкурса «Танцор года-2018». Лучшие коллективы со всей республики представили свои номера перед звездным жюри. Мне нравится, когда исполняют качественно. И неважно, что это, пусть современная хореография, или какие-то уличные стили, или же это пусть будет даже классика, что-то народные, эстрадные танцы. Самые лучшие танцоры отправятся на федеральный этап конкурса. Там с детьми и педагогами будут заниматься профессионалы уже совсем другого уровня.